Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Мы сегодня будем опять говорить о грузинском конфликте. И сегодня у нас в гостях наш постоянный эксперт Астамур Тани. Астамур, здравствуй. Добрый день. Какая нынешняя диспозиция? Грузинский парламент принял закон об иностранном влиянии, о прозрачности иностранного влияния. Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на этот закон. Тем не менее, парламент уже на днях попытается преодолеть, и я думаю, преодолеет это президентское вето. С другой стороны, мы говорили о том, что, в общем-то, вот для такого серьезного разворота закон об иноагентах – это, в общем-то, такой сигнал к развороту со всеми вытекающими из этого обстоятельствами, напряжением между Тбилиси, официальным Тбилиси, там, Брюсселем, Вашингтоном и так далее. И для вот такого смена движения, в общем-то, нужна особая мотивация. И мы предполагали, что это может быть некое соглашение между Москвой и Тбилиси о том, что Москва будет способствовать созданию некого конфедеративного государства между Абхазией, Грузией и, возможно, Южной Осетией. И вот этот дискурс, он так или иначе появился, то есть и в грузинском экспертном сообществе об этом говорят и находят этому, в общем-то, определенные действия, которые совершаются, да, и в российских экспертных кругах об этом говорят. Вообще, насколько вот за этот период у тебя сложились какие-то свои представления, почему вот это все происходит вот в Грузии? Наверное, я уже и в прошлый раз говорил, грузинская мечта решает свои политические задачи. Вот. Главное из которых – это сохранение собственной власти. Вот. Честно говоря, я не вижу, при том, что в информационном пространстве это звучит постоянно, и со стороны западных партнеров Грузии, и из Тбилиси, что происходит какой-то разворот. Я считаю, что корректнее назвать это заморозкой дальнейшей интеграции, а не разворотом. Потому что вряд ли Тбилиси будет предпринимать такие совсем уж радикальные шаги, чтобы вступить в союзнические какие-то отношения с Россией или начать интеграционные процессы с Россией. Вот. И мы должны понимать, что по своим характеристикам, скорее всего, мне кажется, это глубинные причины, грузинское общество, оно не созрело для европейской интеграции. В целом мы видим, что интеграционные процессы, которые происходят под эгидой Европы, они испытывают определенное напряжение. Не кризис, а напряжение, в том числе внутреннее. Потому что Евросоюз в себя включил страны с несколько отличными политическими характеристиками. Мы видим, что существуют идейные различия у старых членов Евросоюза, старой Европы так называемой, и, допустим, странами бывшего Восточного блока. Потому что там очевидно существовало отставание в политическом развитии этих стран. Они несколько на другой стадии находились, экономического и политического развития. После крушения советской идеологии там достаточно весомые позиции заняла националистическая идеология. Она
конечно, сдерживается тем, что эти страны включены в рамки европейской интеграции. Вот, их заставляют следовать определенным правилам поведения, выработанным старыми членами. Но мы, тем не менее, мы наблюдаем эти эксцессы. Это и в Венгрии видно, и в Словакии видно, и, я думаю, и в Польше это заметно. Вот. Тем более это характерно для государств постсоветского пространства. Мы видим, что в постсоветских странах относительно европейских государств градус национализма и партикуляризма гораздо выше. То есть они не готовы расставаться с вот этой национальной идеологией, мифологией, которая долгие годы формировалась. И это так просто не решается. Здесь какой-то должен идти естественный процесс. Вот если последить даже за теми комментариями, которые под даже той же нашей передачи делают грузинские зрители, вот, мы видим, что этот градус достаточно высокий в Грузии. Вот. Это консервативные идеи, идеи там какой-то большой грузинской государственности, или как вот в Армении было, идея о Великой Армении. Это все, эта вся мифология, она существует. И она в актуальном политическом пространстве существует. Вот. И европейские традиции современные, они не политические традиции, они пока не стали естественной частью грузинской политической традиции и других постсоветских стран. Вот. Поэтому там и тормозит процесс модернизации в соответствии там, с западными какими-то принципами. Так что это глубинные процессы, нельзя... Вот я смотрел, там тебя комментировали, в частности, говорили, что там грузинские власти сумасшедшие, допустим. Вот, да, сумасшедшие, неадекватные. Нет, они вполне знают, чего они хотят. Вот. Они имеют социальную основу, на которую они опираются. Вот. Если бы они так, очертя голову, наверное, бы не кинулись. Они решают и свои политические задачи, и имеют своих политических союзников внутри грузинского общества. Так что, вот, мне кажется, это тема гораздо большего разговора, не вмещающаяся в нашу передачу, о том вообще, какие политические идеи доминируют и на постсоветском пространстве, и в Восточной Европе. Это отдельного изучения заслуживает. Теперь конфедерацию. Ну, давай мы пока все-таки до конфедерации дойдем, разберем этот момент. Там все-таки присутствует желание, там не только там какие-то ментальные особенности там грузинского народа, которые там не вписываются там вот в эти европейские стандарты. Мне кажется, есть все-таки очень сильное влияние вот того геополитического расклада, который сейчас образовывается, да, то есть, да, пока речь не идет о том, что Грузия развернулась именно вот как бы в сторону Москвы, да, то есть на север, то есть у нее, если происходит некий разворот, он происходит вот как бы через восток, то есть для нее вот сейчас эта модель, мне кажется, ближе к тому, что там из себя представляет нынешний Азербайджан, да, тоже такой как бы нейтральный статус, который там, в общем-то, пытается и там заигрывать, но больше как бы акцент на исключительно свои какие-то интересы, да, но при этом у Азербайджана есть, в общем, большой друг, брат в лице Турции. У Грузии такого нет. Грузии в любом случае вот в этой меняющейся геополитической картине нужен, наверное, в общем-то, тоже вот такой как бы старший брат или старший друг или покровитель, который, в общем-то, будет как-то гарантировать вот этот избранный путь. Да? Пока этого нет. Там Грузия говорит, что там, мы как бы идея там, да, исключительно наши ценности, наши интересы и так далее, но понимаем, что это очень трудно. И в этой связи, конечно же, возникает вопрос
Насколько вообще возможно вот в нынешнем таком достаточно шальном мире, да, вот иметь такую позицию вот для Грузии? Ну, мне кажется, исходя из своей географии, не только мы затронули внутриполитические причины, вот, но исходя из своей географии, Грузия же не может не считаться с тем, что рядом есть Россия, а это мощный, помимо экономического, еще это мощный военный фактор. Вот. Поэтому она не может не вести себя осторожно в этом смысле. С этим региональные страны небольшие не могут не считаться. С интересами России, в том числе интересами ее военной безопасности. Вот. Вот, поэтому трудно сейчас говорить, да я не думаю, что и западные государства пойдут на формирование каких-то военных блоков с участием Грузии. Вообще, в целом, мне кажется, Грузия понесла заметные репутационные потери в качестве страны, такой, из нее сформировали такой образ маяка демократии на Кавказе. Вот. На самом деле это был пиар-образ. На самом деле. Вот. И сейчас, мне кажется, на Грузию будет более трезвый взгляд. Сейчас тоже пройдет, конечно, этот период такой обиды и резкого разочарования, что мы наблюдаем и в средствах массовой информации. Потом придет более трезвый, наверное, взгляд. На самом деле есть такие вещи, которые Запад не может Грузии гарантировать в случае ее резкого там, какого-то поведения. Потому что сейчас никому не нужны новые линии вооруженного противостояния. Вот, поэтому на таких по периферийных регионах, как Южный Кавказ, это будет соответствующим образом отражаться. Мы же видим, что армяно-азербайджанское урегулирование, хоть и с определенным скрипом, но оно идет. Вот. Потому что этот регион, он будет такой смешанного влияния, Южный Кавказ. Вот. Что касается, ты говорил по вот этому дискурсу, он действительно возник, дискурс по конфедеративным отношениям, но надо и к нему относиться как на данном этапе, как к информационному дискурсу. Потому что если его разбирать с практической стороны, конфедерация – это взаимное делегирование суверенитета центральным органам власти. Пусть в меньшей степени, чем в случае с федерацией, но это, во-первых, взаимное признание суверенитета и делегирование взаимных полномочий. Мне кажется, что говорить о практических возможностях реализации этой модели сейчас не приходится. Вот. Но, тем не менее, я не считаю, что этот дискурс совершенно пустой. Вот. Мне кажется, о политических каких-то моделях говорить очень рано, потому что разные могут быть модели интеграции на Южном Кавказе, не только с участием Абхазии, Грузии, но, может, Армении, Азербайджана. Вот. Это в далекой перспективе. Но наши горизонты планирования, к сожалению, они в силу нашей небольшой величины и слабости наших возможностей внешнеполитических, они у нас достаточно короткие. Сейчас мы могли бы о чем говорить? О восстановлении формата переговоров, где действовали бы стороны в конфликте, и об отмене закона об оккупированных территориях. Вот. Это дало бы нам стартовые возможности решать практические вопросы, которые действительно нужны абхазскому и грузинскому обществу. Вот. Это связано и с торговлей, и со свободой перемещения, и с правами приграничного населения, там, и с его перемещением туда-обратно, там большие родственные связи, энергетика, транспорт, связь. Масса вопросов, которые могли бы быть решены вне увязки, собственно, с так называемыми вопросами статуса и государственно-правовых отношений, но они решались успешно до 2008 года, потому что у нас был такой механизм посреднический. Под эгидой ООН, в рамках которого мы на себя брали те или иные обязательства.
А международные организации, участники, посредники контролировали ход их выполнения. Вот. Мне кажется, вот ближайшая задача, которая способствовала бы разрядке ситуации между Абхазией и Грузией, решению вот таких вот набора таких необходимых вопросов легальным способом, вот такие ближайшие задачи мы должны решать. Это во взаимных интересах. Вот. Таким образом я к этому вопросу отношусь. Что касается конфедерации, еще раз говорю, я это рассматриваю вопрос чисто в пропагандистской области, но пропагандистская область, она тоже влияет на реальную политику. Это мы хорошо знаем. Ну, действительно есть влияние этой пропагандистской риторики на дальнейшие события, и, как бы, и наш глава Совбеза, кстати говоря, исполнительный секретарь Совбеза Сергей Шамба, единственный, кстати, спикер, комментирующий вот все эти события, которые происходят, да, от абхазского официоза, да, то есть президент у нас как бы особо не комментирует такие события. Министр иностранных дел один ушел, другой еще толком не пришел. Да? То есть у нас, в принципе, в роли этого спикера Сергей Шамба, который, в общем-то, по конфедерации сказал, что в реальности как бы такой ситуации нет. Но, с другой стороны, он как-то тоже недвусмысленно сказал, что в нашем сегодня сильно меняющемся мире там как бы все возможно, условно говоря, да. Но и тот же вот известный российский политолог Сергей Маркедонов, который у нас был в прошлом месяце у нас здесь в студии, вот в новой своей статье по этому поводу, по поводу разговоров про конфедерацию, сказал, что в принципе без каких-то... Понятно, что если вопрос Крыма для Москвы закрыт, этот кейс полностью уже закрыт, то грузино-абхазский вопрос – это вопрос отношений, договоренности между грузинами и абхазами, да, доброй воли, да, договоренности. То есть, условно говоря, Москва говорит, как вы договоритесь, с одной стороны. С другой стороны, говоря о том, что при этом, говоря о том, что вот если Грузия развернется в сторону Москвы, то вот эта конфедерация, да, он говорит, без... Пока, в общем-то, этого разворота особого нет, есть движение, да, но для этого нужны какие-то особые гарантии. То есть он не исключает, что Москва в принципе может пойти на такую сделку, да. То есть я вот как бы процитирую его. Так, сразу оговорюсь. У Москвы есть множество резонов для того, чтобы нормализовать отношения с Тбилиси. Грузия и раньше, и сейчас была, и есть, и будет одной из ключевых точек Большого Кавказа. Не случайно резиденция российского наместника в онные времена была именно в Тбилиси. Но этот путь не будет пройден быстрее, чем может быть пройден. И, конечно же, не ценой щедрых авансов при отсутствии твердых гарантий. В общем-то, Москва, я так понимаю, по мысли Сергея Маркедонова, она должна получить твердые гарантии того, что вот этот разворот, который у Грузии начался сейчас, он, в общем-то, достигнет той точки, которая будет удобна Москве. То есть для того, чтобы она там вступила, в общем-то, в некий там торг по поводу там вот этой конфедерации. Мы в этом процессе, наша власть, как она должна участвовать, да? Учитывая, что там Москва вдруг там обсуждает вопрос Абхазии и Южной Осетии, то есть Абхазии там с Грузией взаимоотношения, учитывая, что Москва наш стратегический партнер, с другой стороны гарант нашей безопасности и так далее. Каковы должны быть действия нашей власти в отношении там, между Москвой и Сухум? Я вообще не сторонник резких оценок таких вроде разворот, переход в сферу влияния и так далее.
допустим, произошло. Я не думаю, что у Грузии произойдет разворот в сторону России. Вот. А другое дело, что Москве не приходится рассчитывать на эксклюзивное влияние на Тбилиси. Политика Тбилиси – это будет политика лавирования. Вот. Естественно, в этой политике лавирования будет место взаимоотношениям, обсуждения взаимоотношений с Абхазией в том числе. Вот. Наша позиция, на мой взгляд, должна, наша, во-первых, позиция, она определена нашим законодательством. Вот. И я не думаю, что Москва, мы знаем, что, мы же сами знаем, что Москва не диктует повестку Абхазии. Вот. По многим признакам это видно. И по многим вопросам у абхазского руководства, абхазского общества отличная от Москвы позиция. Это не касается вопросов стратегической там, политики, там, но таких важных, каких-то чувствительных для Абхазии внутренних зон это касается. Вот. Есть такие противоречия. И это естественно, потому что Абхазия – это не придаток, это пусть небольшой, не равный по возможностям, но партнер России в регионе. Поэтому такого ожидать, что будет какой-то оклик из Кремля, вы давайте, там мы с Тбилиси договорились, давайте вы под козырек возьмите и идите, это же все понимают, что этого не будет. И нету такого инструментария для того, чтобы таким образом вопрос решать. Вот. Поэтому Москва что может сделать? Она может способствовать созданию условий для диалога. Но единолично это Москва тоже не может сделать. В этом должны принимать участие те акторы, которые представлены на Женевской международной площадке. Потому что Тбилиси, я еще раз говорю, он не переходит в эксклюзивную сферу влияния России. Поэтому здесь должно быть участие достаточно широкого спектра международных участников в урегулировании. И мы должны все-таки, на мой взгляд, еще раз повторяю, четко ставить вопрос о восстановлении переговорной площадки, восстановлении нашего статуса в качестве стороны в конфликте, вот, и который был, кстати, признан на уровне ООН, на уровне ведущих государств, которые в группу друзей генерального секретаря входили. Напомню, это были Россия, США, Германия, Франция, Великобритания. Вот, они признавали Абхазию в качестве стороны в конфликте. То есть правомочного субъекта внешней политики. Пусть не признанного государства, но правомочного субъекта политики вот в этом регионе в плане урегулирования конфликта. Вот. Мы должны этого добиваться и добиваться отмены закона об оккупированных территориях. Потому что без отмены этого закона никакой переговорный процесс, мы понимаем, невозможен. То есть признание Абхазии в качестве участника переговорного процесса невозможно без отмены этого. Без отмены этого законодательства. Поэтому мы должны предлагать реалистическую повестку. Да, понятно, что есть пропаганда, есть там столкновение там, глобальных интересов, но когда вопрос доходит до реализации тех или иных идей, мы все-таки должны говорить о реалистических каких-то вещах. Вот. Мне кажется, вот это мы должны пропагандировать, что мы являемся, у нас есть позиция основывается на нашем законодательстве, на нашем референдуме. Вот. Но есть набор вопросов, которые мы готовы решать в ходе дипломатических переговоров, в ходе диалога. Вот. Формировать пространство для вот этого диалога, какие-то меры доверия, чтобы не было опасности возобновления вооруженного конфликта. Эти вещи можно решать обязательно, нужно решать. Вот в этой сфере, мне кажется, должна развиваться наша внешнеполитическая активность. То есть ты предлагаешь, в общем-то, вести более активную внешнеполитическую деятельность и более расширить
эту деятельность не только там как бы в рамках там взаимоотношений между Москвой и Сухумом, как происходило и последние годы эта тенденция, а как бы вернуться к тому, к той активности, к той географии, которая присутствовала до 2008 года, когда мы, в общем-то, вели с различными международными институтами, со многими важными, диктующими как бы миропорядок государствами, вели более активную свою деятельность, которая сейчас, в общем-то, по большому счету и нет, да, последние годы, за исключением с Россией, мы, в общем-то, никак нигде и ни в какой диалог, даже на уровне каких-то представителей не вступали. С другой стороны, я бы хотел бы, знаешь, все-таки опять вернуться к этой конфедеративной теме, учитывая, там, допустим, что я уже хотел бы поговорить вот о таком о грузинском обществе, да, то есть вот раньше существовало такое, вот мы идем, грузины идут там в Европу, в Евросоюз, НАТО, и обязательно там Абхазия и Южная Осетия, то есть восстановление вот этой мнимой территориальной целостности, то есть все в одном пакете, то есть присутствовало. И то есть это такая всеядность, да, хочу то, ну, вся повестка хотелок, то есть там присутствовал. Сейчас, в общем-то, при возникновении вообще вот этого дискурса насчет конфедерации уже понятно, что там, если эту конфедерацию обещает Москва, это вообще ничего не знаю. Да, мы ничего не знаем. Нет, условно говоря, да, ну вот как бы все-таки такое обсуждение, в общем-то, на таком экспертном уровне оно существует. Да, если есть такое общение по этому поводу, если есть такой вариант развития событий, и этот, условно говоря, этот вариант развития событий возможен, если там, допустим, Москва с Тбилиси договорится о чем-то, да, то есть придется забыть о НАТО, о Евросоюзе и так далее, да, условно говоря, потому что там Россия, естественно, если там вдруг будет что-то предлагать, опять же, нужны, вот как Сергей Македонов сказал, нужны железные какие-то гарантии, то есть тех российских интересов, потому что Грузия важна, это вот, если вот это все состоится, то, условно говоря, от Тбилиси будет требоваться, чтобы они были все-таки там, как бы входили в зону российских интересов, в зону безопасности для России, подушка и так далее. Вот это все было, и, естественно, там в эту историю никакое НАТО и, возможно, Евросоюз не вписывается, да, вот дальнейшее продолжение. С другой стороны, 30 лет пропаганды, идеологии, вот этой всей информационной составляющей, когда у тебя весь народ, вся твоя политическая элита движется вот в сторону Запада, оно бесследно не проходит. И я думаю, это вот как бы сейчас многие, ну, особенности молодежь, которая вот на улицах Тбилиси присутствует в виде таких нескончаемых митингов, протестных акций и так далее, она вот как бы не видит своего будущего без Европы, да, то есть и ситуация может опять же как бы у грузинской мечты быть весьма неустойчивой, да, в преддверии там парламентских выборов, и все может как бы измениться. Но с другой стороны, вот опять же возникла такая, не может ли там у грузин возникнуть все-таки вот эта мысль, либо мы в Европу уходим, но без всех этих наших комплексов по поводу там Абхазии и Южной Осетии, либо мы вот забываем об Европе и вот как бы движемся в этом направлении. Мне кажется, вопрос вообще так не стоит. Не, понятно, не стоит. Даже если Грузия откажется от Абхазии и Южной Осетии официально, это не будет означать автоматически, что она пошла в Европу и в НАТО. Совершенно не так. Вот. Та же дилемма у нее будет стоять и в этом случае. Потому что
Ну, знаешь, это Владислав Григорьевич как-то говорил, мы ориентируемся на Запад, а на Западе у нас Россия. Ну, что такое Россия? Это же большой, крупный игрок международный. И по своим характеристикам, чтобы сейчас пропаганда не говорила, это европейская страна. Вот. Она, кстати, и говорила долго о том, что мы будем интегрироваться с европейскими странами. Это была часть официальной российской повестки. Просто у них не срослось. Вот. И сейчас мы наблюдаем то, что происходит. Но это не значит, что в долгосрочной перспективе США, там, страны Евросоюза, другие, они не будут считаться с российским фактором. Все будут искать возможности выгодных для себя отношений с Россией. Когда наступит баланс сил и на украинском направлении, и на других направлениях, они начнут договариваться. Потому что, как бы ни складывалась ситуация в Украине, вот, Россия является важным фактором. Потому что она географически и экономически занимает промежуточное положение между Европой и Западом. И вы понимаете, были разные периоды отношений у России с Западом. И Крымская война была. Вот. Потом все искали разных конфигураций, разных союзов. Потом в итоге сложился союз России с Францией и Англией, с которыми она воевала в Крымскую войну. Понимаете? То есть в конце XIX века главным конкурентом была Англия, союзником Франция, до этого Германия. То есть это назывался оркестр европейских государств. Он существует и сейчас. Вот. Потому что есть масса, вот, экономическая масса, политическая, военная. С ней будут считаться. Вот. И в разных своих конфигурациях рассматривать. Потому что Украина, она не заменяет для Европы и США Россию. Ну, в силу объективных факторов. Тех же экономических, военных, политических. То есть в долгосрочной перспективе мы будем смотреть, как они будут договариваться. Вот. В этих условиях мы должны с этим считаться. Вот. И выстраивать свою политику, исходя вот из этих тектонических процессов. Наша задача, и решать какую задачу? Первая задача – сохранение мира в нашем регионе. Второе – это решение наших экономических и социальных задач. Вот. Повышение нашей конкурентоспособности, то есть развитие нашего общества. Это все сложнее становится делать, но это необходимо делать. Поэтому мы из этого должны исходить. Мы, естественно, не будем каким-то мощным фактором, влияющим на вот эти все процессы, но должны держать ухо востро и действовать так, чтобы не оказаться затертыми вот в этих всех процессах. Поэтому, мне кажется, намного сложнее вопрос стоит. Куда Грузия пойдет, это не вопрос Абхазии, признания Южной Осетии или Абхазии, Грузии, отказа от них. Это совершенно из другой области вопрос из более далекой стратегии. Потому что Южный Кавказ – это естественный географический коридор из Передней и Центральной Азии в Европу. Вот таким образом и будет функционировать. Наша задача так поставить вопрос, чтобы вот эти конкурирующие акторы, они пришли к идее, что на Южном Кавказе выгодно сотрудничать, взаимодействовать. И, по крайней мере, чтобы вот эти все коммуникации, которые сейчас, допустим, говорят о чем там Армения, Азербайджан, чтобы и наш коммуникационный узел заработал. Вот. Подумать об условиях его функционирования. Исходя даже из тех порой несовместимых политических позиций, как это можно организовать. Вот этими вопросами мы должны быть инициативно предлагать идеи. Может, какие-то из них могут сработать. Вот это нужно делать. И, конечно, эти идеи необходимо активным образом пиарить. Потому что
Сейчас информация и реальная политика – это же вещи самым тесным образом связаны. Ну, так или иначе, все находится в действии. И, естественно, то, что происходит на Украине, это будет иметь, то есть дальнейшее развитие событий, о том, как они будут, какие там расклады будут, они так или иначе будут отражаться и на нашем регионе, но хотелось бы уже иметь какие-то планы. По крайней мере, я думаю, не мешало бы, наверное, чтобы у нас было свое какое-то определенное видение, свои какие-то идеи. Может быть, ты сказал, маленький, небольшой игрок в этой игре, да, но тем не менее... Ну, вопрос, будем ли мы игроком? Да, будем ли мы игроком здесь? Небольшим. Да, небольшим, да, тоже стоит. И поэтому, и будем... и поэтому есть необходимость все-таки, да, чтобы мы все-таки имели какое-то видение свое, какие-то варианты развития событий, какие-то предложения, еще бы лучше было бы, если бы мы были бы говорить просто, что это вот как бы невозможно, то есть это да. Тоже позиция, да, но я не думаю, что это самое лучшее. Нам же надо в первую очередь решить вопросы апартаментов и где, а потом... Ну, я понимаю, что этот вопрос где-то для нашей нынешней абхазской власти, исходя из тех действий, из той риторики, которая есть, он где-то в третьем десятке. Но хотелось бы, чтобы они поняли, да, что вот вопрос апартаментов и всяких энергетических и так далее, он, в общем-то, Это частность. да, это такая частность, которая, в общем-то, даже если они пробьют эту частность и сделают ее, и примут ее в виде закона, то он резко обесценится, если вот как бы вот этот пункт, касающийся суверенитета страны, он будет утерян. Да. На этом я буду завершать нашу передачу. Я напомню, что мы сегодня опять говорили о Грузии, мы сегодня опять говорили об Абхазии, мы сегодня говорили о всяких возможных вариантах развития событий. Да, и я напомню, что у нас в гостях был Астамур Таня. И еще раз напомню, что нас можно смотреть в YouTube-канале «Чегемская правда». Подписывайтесь. На странице «Чегемская правда» в Facebook тоже подписывайтесь. Нас можно видеть на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su. Там иногда даже можно там прочесть расшифровку бесед наших в эфире этой передачи. И также можете мои нескромные комментарии читать на телеграм-канале Инал Хашик «Чегемская правда». И на этом я буду уже прощаться. До свидания, счастливо, до новых встреч.